Вот саю, когда делаешь, вот правда, что с левой, с правой стороны вот отцапа, она настроенная, что по ней неправильно. Мы на этот вопрос, брат, практически сейчас, если кто-то, любой брат будет задавать вопрос, мы на этот вопрос ответим. Тот, кто заявляет о чем-то, о том, что то или иное действие является, если будет решать недействительным, он должен опираться на что? На фатву ученых. Поэтому те братья, которым говорят, мы должны у них требовать, покажите нам, баракаллаху фикум, фатву ученых. А не так, как у нас сейчас, знаете, да, вот новый вид довода есть. Всю жизнь, 1400 лет, ученые опирались на 4 вида довода. Это Коран, Сунна, Иджма, единогласное мнение ученых, Эхияс, сравнение по аналогии там, где оно уместно. А сейчас у нас придумали один пятый новый вид доводов, который называется ОБС или ОСС. Слышали такое или нет? ОБС это значит один брат сказал, а ОСС одна сестра сказала. Кем сейчас не начни говорить о религии Аллаха, ведь брат надо делать вот так, или сестра надо делать так. Кто сказал? Где довод? Один брат сказал, одна сестра сказала. Братья, надо уже, альхамдулилля, взрослеть, надо развиваться. Кто бы что ни говорил, просим доводы ученых. Здесь, допустим, тем более в Саудии, когда кто-то о чем-то говорит о недействительности, здесь ученые, машаллах, на земле больше всего ученых это в Саудии. Пусть предоставят нам довод в письменной форме. Фатва, альхамдулилля, надаема существует в Рияде, которые почти десяток, если не больше ученых, которые бы письменно показали довод, что, допустим, саи в той или иной территории являются недействительной. А пока, баракаллаху фикум, никто об этом нам не сказал, мы об этом до сегодняшнего дня ничей довод не видели, баракаллаху фикум. Это вот разговоры, мы уже это принимать не будем. Был один момент, знаешь, какой вопрос? Когда вот это настоящее, когда достройки строили, вот это саин, который был в своем, его закрыли. Его вот закрыли, вообще полностью закрыли. И некоторые люди сделали вот в обход. Вот тогда некоторые ученые сказали, что мы, Аллаху алям, действительно са этого или нет, тогда разговоры были. А после того, как открыли уже дорожку, лично я не видел. Если кто-то видел, братья, скажите, потому что над каждым знающим есть знающим. Жена Ибрагима, она же не ходила здесь, вот. Отца. Жена Ибрагима, не жена Ибрагима. Брат, мы говорим, сегодня мы сказали, вопрос, брат. Мы сегодня сказали, баракаллаху фикум, жена Ибрагима, не жена Ибрагима. Ты мне приводишь довод из Корана и Сунны, так или нет? Так или нет? Мы сказали, что Коран и Сунну до нас доносят кто? И на чем были сподвижники? Ученые, баракаллаху фикум. Поэтому ученые, мы к ним и задаем этот вопрос. Мы им говорим, вот жена Ибрагима ходила на какой территории? Если, брат, так подойти к этому вопросу, жена Ибрагима, мы говорим, жена Ибрагима зигзагами бегала? Или же вот так целенаправленно бегала? Ширина стоп, вот человек когда бегает, допустим, сколько вот здесь? Ну, 30 сантиметров, так или так? То есть, если кто-то, я знаю, что, брат, ты говоришь от того, что тебе кто-то такой довод привел. Точно так же, вот я тебе скажу, 30 сантиметров, давай скажем, Са и Сафа Марва 30 сантиметров. И шире не уже нельзя. Почему? Потому что ноги Хаджар были вот именно, то есть ее, ну, понятно, да, ширина? Если на то же пойти. Ширина плеч. Ширина плеч, да, ширина плеч. Не то, что ширина плеч, там же намного больше расстояния, чем ширина плеч. Поэтому, чтобы эту тему баракаллаху фикум закрыть. 5, 10, 20. Хорошо, брат, давай так скажем. Это, брат, твое личное мнение, что это неправильно. Кто из ученых сказал то, о чем сказал ты, современный? 11 из больших ученых. Кто именно, имена и где их фатва приведена? Ну, есть такое. Где, сегодня, завтра можешь предоставить? В письменной форме или сайт, или где? Нет, предоставить, но тем самым же. Вот. Не, брат, предоставь, подожди, мы давай, не будем дальше сказать. Ты сказал 11 ученых сказать. Скажи, где эти, кто эти ученые? 3 из них. 3 этих ученых и где они об этом сказали? Я предоставлю. Ну вот как предоставишь, продолжим эту тему, иншаллах. Есть еще вопросы, брат? Насказано. Желательно, если вопросы будут именно по теме, баракаллаху фикум, которую мы разбираем. Сомнение, например, семейно кончается, а вот это значит территория сейчас не находится. Ученые, когда их спросили про то, что если палатки находятся уже в Муздалифе за территорией Мина, ученые, вот опять же, видишь, мы ученые задаем. Если подойти так, как мы подходим, вот пророк сказал 3 дня в Мине, и все, поэтому в той Муздалифе, получается, все российские палатки, все за Муздалифе, недействительно. Поэтому мы в этих вопросах, у нас Аллах спонтанно поставил кого? Ученых, Аллах спонтанно спрашивайте тех, кто знает. Потому что ученые, брат, иногда о том или ином вопросе Аллах в Коране нам не сказал, что Малик Фахд построит мечеть вот такой огромной, правильно? Пророк в Сунне не рассказал о том, что баракаллаху фикум саи будет 3 этажа. Правильно или нет?
Однако, баракаллаху фикум, Аллах субхану ва тааля, спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Вот поэтому, когда какие-то вещи творятся в нашей общине, мы сразу спрашиваем, кого ученые. Потому что ученые, баракаллаху фикум, есть доводы из Корана и Сунны. Они знают, если даже, баракаллаху фикум, у них нету прямого доказательства, есть такая вещь, называется каваид, то есть общие общие правила в исламе, которые вводятся из общих контекстов Корана и Сунны. Есть кияс, сравнение по аналогии. Ученые уже обладают, то есть это как врач, который делает операцию. Он руками не может операцию делать, он делает ее обязательно какими-то инструментами. Вот это знание Корана и Сунны, изучение исламских наук у наших ученых, как у хирурга, баракаллаху фикум, вот эти вот инструменты. И они используют эти инструменты, то есть Коран, Сунна, знание религии, знание основ, усуль фикх, достоверность, хадис, недостоверность, они после этого выводят нам определенное постановление по тому или иному вопросу, баракаллаху фикум. И вот таким же образом, когда ученым задали вопрос, если какие-то палатки в мину не помещаются, ученые ответили на эту фатву, что это подобно молитве в мечети. Если, например, вот в хараме же мы намаз читаем, все же в харам не помещаются, но люди же выходят за территорию харама, но они все молятся за кем? За имамом. Правильно же? Поэтому их хукм, положение, подобно положению людей, молящихся в хараме, и ничуть меньше им вознаграждения за это нет. Таким же образом, единственное, если не считать, что первые ряды, они намного лучше. И таким же образом они сказали про палатки в Муздалифе. От того, что в Муздалифе нет, это подобно рядам в молитве. То есть мина, да, меня нету в Муздалифе, продолжение палаток, это подобно рядам в молитве. А если бы, конечно, там была бы здесь целое поле огромное, и нет ни одной палатки, и потом это было уже неправильно. Аллаху алям. Вот мина. Да, и вот сейчас немножко, какая-то часть заходишь в Муздалиф. Палатки. Да. Вот там можно ночевать в день Муздалиф. Вот сейчас мы в Муздалифе находимся. Вот эти все палатки, вот, до 115 сектор, посмотрите, вот там знаки стоят. Все, что за этими знаками стоят, это в Муздалифе. И они сказали, говорю, это как продолжение рядов мечети. Это под ваших паузах. Брат, насчет не знаю. По незнанию дела, баракаллаху фикум, то есть если человек знает, делает какие-то по незнанию дела. Что именно по незнанию? Потому что вопрос огромный. Я о какой именно говорю? То есть, например, если в хаджи что-нибудь делает, например, человек по незнанию, допустим, что-то делать неправильно. Мы говорим так, у нас есть вещи, баракаллаху фикум, в шариате, которые приказано делать, есть вещи, которые запрещено делать. Если человек делает по незнанию то, что запрещено, то ему переделать это дело не надо. Если человек делает то, что ему приказано делать, и это является ваджибом, фарзом, и есть возможность его переделать, то ему ваджибом является переделать это. Понятно, да? Так как общие правила в шариате. Еще один вопрос. Братья, кто такие любые вопросы не задал, я вам говорю, поэтому я общий урок дал. Сейчас у вас у каждого по 25 вопросов. Кто бы что ни говорил, вопрос такой. Кто бы о чем ни спросил сейчас. Брат, вот эта вот вещь в шариате есть, вот эта вещь в шариате, это можно пользоваться. Мы говорим так, с подвижником было это или нет? Вот вопрос так надо задать. То есть брат хотел задать вопрос, подвижники четками пользуются, нет, подвижники четками не пользовались. И все хадисы, которые пришли или указывают о том, что вроде бы были четки, все эти хадисы недостоверные. По единогласному мнению ученых, баракаллаху фикум. Нет ни одного достойного хадиса, чтобы сподвижники пользовались щетками. И даже наоборот, мы сегодня в хадисе Абдулла ибн Мас'уд видели, что он порицал это. А вот когда вот люди, сахабы, подвижники возвращались к Газу, они собирали людей, рассказывали все или нет? Сейчас вот приедем домой, можно собрать людей или нельзя собирать? Собрать каким намерением? Ну, рассказать, как что... Нет, как путешествие. Самое главное, чтобы человек не рассказывал людям, то есть если люди собирают, о том, чтобы сказать, что вот я хадж сделал, чтобы тем самым, то есть приобрести какое-то положение в этом и так далее. То есть в обществе, чтобы как у нас даже в некоторых республиках люди, когда возвращаются, у фирмы просят диплом, свидетельство, что он сделал хадж. Это, валия зубля, все является показухой, то, что делает дела недействительным, пусть Аллах Субхану бережет от нас, пусть Аллах Субхану бережет нас от этого. Если же люди просто собираются и задают тебе вопрос, что там было в хаджи и так далее, можешь рассказать, альхамдулилля, можешь, чтобы